Поехали. Ну, сначала ближайшую сетку. Там не должно быть много, но посмотрим. Вдруг ошибаюсь. Ну, какой улов на первой. Так, где ты там? Ага, что-то есть. Ух ты, карасик попал. Нормально. Ну, давай. Где ты там спряталась? Карасик. Край травы. Окунь. Плотва. Карасик. Плотва. Птичка. Елец. Ух ты. Крупный елец. А! Корягу попал. Мать моя. Оторвался. Повезло. Карасик. Плотва. Я говорю, тут обычно немного попадает. Ну, попадает. Так, первую сетку везу. У тебя как, какие-то утки там были? Нет. Медведь ходит, да, мне кажется, что-то он тут пугает. Большая вероятность. Обычно тут уток-то, в принципе, навалом, а тут что-то не особо. Ну, я одну утку кокнул, достал. Так, ну что, попробуем. Давай. Сейчас отойду или как? Сейчас отойду, да так. Как меня слышно? Нормально слышу. Скорее всего, мы на разных каналах были. Ладно. Бывает в жизни огорчение. Ладно, я поехал. Ой. 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 Так. Когда сетка утонула, это что означает? Это означает... О, щука вилла. Ну что, сначала посмотрим вдоль, как выглядит. Куда ты? Утонувшая сетка. Ага. Есть немножко рыбки, есть. Так, а как это все выглядит внутри воды? Нормально выглядит. Красиво. Собираем? Ну, что ты? Так, а тут что? Сейчас посмотрим. Нифига тут дырень. Что мало рыбы, в принципе, понятно. 2 дня назад тут Вася ловил. Рыба пока снова не разошлась. Больше всех край растительности, считай, край кубышек, и по склону от берега. Тут у меня сетка залив перегородила, темный залив. Ну, между корягами тут попала рыбка или нет? Вопрос интересный. Бобры понаваляли тут берез. Они все утонули. Ух ты, что-то блестит, но редко. Ну, что тут? Ух ты, край травы, плотва. Ух ты, ух ты, ух ты. Ни хрена, что тут на муску травы. И плотва-то крупная. Я говорю, залив хороший. Опа-на! Что тут? Коряга попала, что ли?
И выскочили с коряги. Ну, где-то зацеп. За березу. Мать их за ногу. Но вот между берегом и травой темный залив темной воды. Заходит сюда рыба, заходит. Один минус. Цепляешься за коряшки, за ветки березы. Ну, в принципе, ничего, сейчас добавит рыбы. Ну, что, этими... А это я смогу отнести? За раз. Только груза тяжеленько. Сеточка. Тяжелую, Валерий, сетку тащу. Хуба! Фу. Эта штука добавит нормально. Фу. И плотва-то там большая. Так, ну что. Собираем последнюю. Стоять, куда ты разогнался. Рыбацкий узел с тем хорош, что достаточно крепко затягивается и держится, и в легкую отпускает. Почти как морской. Так, ну что, поехали по кочкам кататься. Фу, интересно, караси на глубине. Ну что, 12 литров полные. Какая? Ой, ни хрена себе, салфан веса не выдерживает, он порвался. Старый. Не знаю, там второе ведро будет, нет ли? У меня еще пакеты, давай я еще пакет сделаю. Достаточно много карасей попало. В рыбалке с сетями самое такое трудоемкое — это распутывать сеть и распутывать рыбу. О, распутывать. Она нифига не запутанная была. Ну, отдавайся. Ну. Хова. Так. Ой, карасик. Туда же залез. В принципе, считаю 10-литровыми ведрами. У нас ровно 2 ведра. Нормально. Опа! Ну, чтобы не перенапрягаться, сети оставляю. Так, главное, ножик с собой. Не посеял. Ружо. Так, ну ты за мной не следи, сдувайся. Ну. Я тихонечко. Слушай, по прогнозу комиссии ГМС говорил, что сегодня плюс 25 должно было быть. По-моему, 25 не было. По-моему, тоже. Вчера 18,5 было, по-моему, сегодня не будет. Даже не будет. Да. Я туда вечером пришел на 18,5 показал, а сейчас придем, вряд ли. Есть. Когда на солнце выходишь, жарило, а вон я на реке, на озере плавал, так там с сыростью там вообще нормально было. В куртке. А сейчас пешком дойду в рубашке. Фу. Ну, рыба, в принципе, нормально попала. Даже утка неизвестно откуда свалилась. Так, сейчас этому озеру неделю отдыха можно спокойно давать, чтобы рыба в себя пришла. Медленно, наверное. Так, ну что, я первый дошел. Это моя доля
Яня. Опа-на. Блин. Придется 2 приема. Слишком много для таза. Валерий, ты далеко? Идем навстречу. Надо помочь человеку. Не знаю, как Валерий Батькович через ручей переходит. Но я вчера булькнулся. И сегодня. Буль-бульк сделал. Не сильный. О, для гушки еще под ноги суются. Нам можно и здесь. На рацию не отвечал? Она у меня... Там я еще сказал тебе, что выключу. Ага. И она у меня в мешке. Ну давай груз, донесу уже. Легче дойти потом. Я еле тащусь. Ну ясно дело, там у тебя груз еще. А еще целый день. Слушай, мне интересно стало. Вчера я шел через этот ручей, проскользнулся, буль-буль сделал. И сегодня шел, тоже буль-буль сделал. Как ты там со своими ногами проходишь? Нормально иду. Да. Это ручей не уважает меня, блин. Попинать, что ли, его. Так, ну ладно, я пошел. Давай, я посижу минут 5. Ну, темнеет. Ничего, не мешает. Так, ладно, у тебя палки есть, у меня палок не было, я пошел. Конечно, здесь рыбы поменьше, но вес имеет место быть. Опа. Вот так, рыба вся на месте. Нормально. И лишнее не надо. 7:00 вечера. 17 градусов плюс. Домой приеду, посмотрю, сколько было. Ну, 25 не знаю, но приличное тепло было. Сумерки. Зажигаем свет. Ну, свет есть. Идешь? Я к электростанции подошел, из головы глухарь слетел. Где Васины собаки, мать их за ногу? Пенек выдался. Ну, сплошной труд. Что там денек-то? Ну что, Валерий Батькович, капитальный сегодня день попался физический. От зари до зари ходили мы. И не зря, в принципе. Ножик Не зря. Не зря. Самое главное, ножик нашел. Рыбы попало, в принципе, неплохо. А до кучи и узко попало. Сегодня не грех, а скоромиться. Вот я и на... 7 грамм примем. Да, я рюмку тяпну. И не пиво, а водки. Водки. Надо отмыть рыбу. Да и вообще, день... Она шумит сейчас. Минут через 5 скипит. Ага. Все ближе и ближе. Радостный миг. Я проголодался. Во. Сейчас тяпнем и покушаем. Ну, чай вскипит скоро, наверное, да? Несколько минут. Ну, я кашу возьму и Давай. жду тебя. Темнота уже. Будь здоров. Темно. Осень, что говорить? Темнеет рано.